В Уфе появилось единое детское меню. Технологи будут разрабатывать его каждые 2 недели, учитывая потребность детей в витаминах. Так, в столице реформируют систему социального питания в школах и детских садах. Накануне стало известно, что все муниципальные комбинаты питания объединят под одной крышей, чтобы улучшить качество блюд и создать единый бренд. Одновременно прекращается прием платежей по электронной системе «Аксиома». Сейчас в мэрии разрабатывают упрощенную схему оплаты детских обедов. Максим Окунев расскажет. Каша на молоке и ни капли воды, как и творог без заменителей жира, мясные полуфабрикаты без сои. Теперь за технологией приготовления блюда следят гораздо строже, чем прежде. Как и за пищевым разнообразием, в разных блюдах впредь не должны повторяться даже ингредиенты. Сегодня у нас на завтрак ели геркулесовую кашу, батон с маслом ели и чай с сахаром. На обед они ели пюре, тефтели с говядины, рассольник, суп и компот из сухофруктов. Работа у поваров заметно прибавилась. Приготовление еды будет производиться в столовых детсадов и школ. Технологи разработали для всех дошкольных учреждений региона единое меню на каждые 2 недели. Учитывались особенности растущего организма, наличие в продуктах витаминов и полезных микроэлементов. Меню разработано на 2 сезона – зима и лето. Естественно, при разработке меню учитывались все физиологические особенности детского возраста, требования, которые к этому предъявляются. Включена продукция молочной кухни. Это йогурт, био-йогурт, это творог детский, это кефир детский, бифилайф с натуральными наполнителями. До недавних пор на это просто не обращали внимания. Многие учебные заведения отказались от приготовления пищи в пользу готовой привозной. На столах учащихся часто появлялся холодный суп, жесткий хлеб, обветренные макароны. Бывает день, что что-то холодное и как-то вообще не очень, и несовместимые продукты, молочный рис с котлетой, что называется. Создать единое меню для всех школьников и воспитанников детсадов региона поручил Ради Хабиров. Изменения начались с Уфы. Накануне стало известно, что несколько муниципальных комбинатов питания объединяются в один. Как говорят мэрии, это позволит качественно выполнять большие заказы. Идет реновация детского питания, то есть это обновление меню, обновление посуды, которое будет отвечать тем требованиям, то есть они будут в едином бренде. Также предполагается, то, что сотрудники будут в единой форме. Унифицировать систему школьного питания в дальнейшем будут по всей республике. При этом Ради Хабиров потребовал жестко пресекать любую экономию на детях и доверять проверенным поставщикам. И для этого изменить правила закупок, продлив сроки контрактов для тех, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны. Будет утвержден проект долгосрочного контракта на организацию питания. Безусловно, все эти меры позволят повысить контроль качества организации питания в школах и детских садах. Организации Уфы, что входят в структуру новой муниципальной службы питания, предлагают родителям вернуть часть оплаченных средств. Для этого нужно написать заявление, приложить копии паспорта, свидетельство о рождении ребенка и банковские реквизиты. В мэрии сообщают, исчезнет и возможность оплаты через процессинговый центр «Аксиома», что вызывало много претензий. В Уфе планируют создать упрощенную систему приема платежей. Максим Окунев, Азат Галиуллин, Ильнур Юмагулов. Новости. Уфа.